первую очередь хочу всех вас поблагодарить за то, что нашли возможность подойти на нашу встречу и разрешить представить вам участников сегодняшней пресс-конференции. Тимон Газин, Галина, руководитель оперной труппы. Здесь Тукиваева Жансудек, народный артист Республики Казахстан, главный балетмейстер нашего театра. Дальше у нас сидит Сушков Дмитрий Валентинович, заслуженный деятель Республики Казахстан, педагог-репетитор, артист балета. И Булат Ахмедьяров, дирижер спектакля «Абай». Да, ведущий дирижер «Абай», вы знаете, мы традиционно открываем наш сезон, а сезон у нас уже 85-й. Дальше разрешите вам представить Кузимбаева Талгата, лауреата государственной премии, заслуженный деятель Республики Казахстан, исполнитель партии «Абай». Дальше у нас сидит наша ведущая солистка оперы Зарина Алтынбаева. У нее будет премьера, уже вернее вторая премьера партии «Ажарт» в спектакле «Абай». И возле Зарины Фахуир Ахметов, также исполнитель партии «Айдар». Вот, я уже так раз рассказал, что мы открываем 85-й театральный сезон. Для нас это, конечно, очень и ответственно, и почетно, и важно, но в преддверии открытия театрального сезона, буквально 7-9 сентября, у нас состоялись большие гастроли нашего театра в рамках программы «Руханижин Груп» города Тбилиси, Грузии. Как раз мы показывали сокровищницу нашего оперного искусства, оперу «Абай», балет «Бахчисарайский фонтан» и большой гала-концерт. Я думаю, уже наши коллеги подробнее расскажут и об этих гастролях, и о наших планах, то, что мы подготовили на сезон. Я думаю, те зрители, которые будут приходить в наши спектакли, оперные, балетные, найдут для себя новое и интересное, потому что мы, правда, очень ответственно готовимся к этому сезону. Ждем начала сезона. Поэтому, пожалуйста, вопросы к руководителям оперы и балета и солистам. Или давайте так. У нас на ближайшей премьере все-таки балет Минкуса Дон Кихот в октябре намечен, поэтому я думаю, с вашего разрешения Жан Сабековна скажет пару слов. Спасибо. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы про открытие сезона уже сказали. Что касается балета, неизменно вы уже видели балет «Лебединое озеро», сокровищница мировой хореографии. Вот буквально через 2 недели мы хотим представить вашему вниманию новую версию, новую редакцию балета Людвига Минкуса «Дон Кихот». Любители балета и, как говорится, меломаны, наверное, знают, что балет «Дон Кихот» у нас шел вообще в театре раньше, но, как вы знаете, так же, как и мы делали, Бахчисарайский фонтан, Лебединое озеро, иногда версии устаревают, они уже становятся как бы неактуальными, и мы хотим сделать новую редакцию, более интересную, живую, с новыми номерами, есть хореографическими. Конечно же, неизменно в этом спектакле будет новая сценография, новые костюмы, что очень немаловажно. Естественно, там будут изменены кое-какие мизансцены. В нашем репертуаре не так много, скажем, таких веселых спектаклей балетных. И «Дон Кихот» является одним из таких. В принципе, он всегда был любим зрителям, но мы очень надеемся, что он полюбится еще больше. У нас есть достаточно по солистам несколько составов. Сейчас я не буду даже, кто будет первый состав, кто второй, третий. Мы будем готовиться, тоже как бы будет перед самым спектаклем известно. Мы хотим дать 13-14 октября, это как бы премьерный, и 21 октября тоже третий, как бы 3 премьерных спектакля.
Ну, я думаю, что мы с удовольствием ждем. Насколько я знаю, некоторые зрители прям действительно говорят, что мы ждем этого спектакля. Так как у нас репертуар балетный, по крайней мере, очень обширен, мы стараемся и ту классику, которая у нас есть, ее как-то обновлять, пересматривать, чтобы он заиграл действительно какими-то новыми красками, чтобы наш зритель, любимый, всегда восхищался нашим костюмом, декорациями, конечно же, прежде всего, и нашими артистами. У меня все, если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Ну вот рядом со мной сидит Дмитрий Валентинович, который будет исполнять роль Дон Кихота. Конечно, это партия, сразу вперед, она не настолько танцевальная, но в то же время она ключевая, она проходит по всему спектаклю. И, естественно, даже спектакль называется «Дон Кихот», хотя главными персонажами в этом спектакле являются там Китри и Базиль. Ну, остальное, если у вас есть вопросы, я с удовольствием отвечу. Если позволите, я добавлю, что сценографом и художником по костюму у нас является наш приглашенный художник, всеми вами знакомый Вячеслав Окунев. Поэтому я думаю... Само собой, я немножко даже не сказала. Левкабина, пожалуйста, наверное, теперь у нас в декабре ожидаются абсолютно новый спектакль в нашем театре. Я думаю, более подробно Левкабина он расскажет. Если не раскрывает все секреты, то основные, так сказать, моменты, я думаю, изложит. Добрый день. Зрители нашего театра и меломаны, они прекрасно знают, что последние годы у оперной труппы достаточно насыщенная творческая жизнь. Мы представляем 2 премьеры в сезон, и мы придерживаемся того направления, когда мы добавляем в репертуар новые названия, и в то же время мы делаем обновление спектакля в новой редакции, названия, которые уже есть в репертуаре. В этом сезоне мы представляем новое название. Это спектакль, премьера 2 одноактных опер «Паяцы» Лянковала и «Сельская честь» Маскани. Эти 2 одноактных спектакля во всем мире идут в один вечер, и мы не нарушаем традиции. Дело в том, что при выборе этих 2 спектаклей мы придерживались того, что в нашем репертуаре очень расширенно представлена итальянская опера, достаточно ярко представлены оперы Верди, Пучини, Доницетти, и мы как-то обошли такое очень интересное направление, которое называется веризм. Веризм от слова «вера», итальянского «правда», и эти спектакли на самом деле очень насыщены всякими драматическими коллизиями. Они очень интересны тем, что они, как сами итальянцы называют, итальяниссимо. Это настолько абсолютно итальянский колорит, и мы решили, что эти спектакли должна ставить итальянская группа постановочная. Нам повезло, что именно в этот период оказалось свободное время у постановщиков. Это очень известные постановщики в Европе, и не только в Европе. Режиссер-постановщик Лоренцо Мориани, художник-постановщик Уильям Орланди. Это топового уровня постановщики, и это огромное везение, и они представили уже эскизы декораций, костюмов. Сейчас идет работа над технологической разработкой декораций, костюмов и, естественно, разучивание партий, спевки, вот такая подготовительная черновая работа. Премьера предполагается 8-9 декабря. И я думаю, я не хочу открывать все, потому что я не имею права от имени постановщика
думаю, что когда будут постановщики здесь, то я обещаю, если кого-то заинтересует, организовать интервью с постановщиками. И еще у нас в этом сезоне премьера предполагается, это то, что я говорила, название, которое уже есть в репертуаре, но новая редакция, это Евгений Онегин, это уже весной, возможно, в конце сезона. Постановщики — это другой известный вам тандем. Не хочется говорить «ваш покорный слуга», это уже такой устаревший, да? Какой-то эвфемизм. Ну, в общем, Имангайзен и Окунев. Дальше. Дело в том, что мы, вот сейчас у нас официальное открытие нашего сезона, но на самом деле труппа уже очень давно и активно работает. Мы очень шумно открыли свой, условно говоря, театральный сезон фестивалем на Коктюбе. Это был 3-й фестиваль. Потом у нас была поездка в Грузию, очень успешная поездка, просто, можно сказать, скромно, с ошеломительным успехом. Мы уже говорили, что мы представляли вот визитную карточку нашего театра, оперу «Абая», Бахчисарайский фонтан и гала-концерт. Дело в том, что вот у нас так вот получилось, что мы гала-концерты очень успешно дали гала-концерт в Греции, потом в Италии, в Грузии. И есть программа, которая у нас, в общем, почему-то уже образовалась на экспорт. И поэтому мы решили ее представить в этом сезоне, в открытии сезона, представить для нашего зрителя. 3 октября в 19:00 у нас гала-концерт с участием солистов оперы, ведущих солистов, симфонического оркестра и хора нашего театра. Будут исполнены произведения вот из тех программ, которые были в зарубежных поездках и на Коктюбе, и что-то еще новое мы представим. Поэтому мы вот уже сейчас приглашаем всех зрителей на гала-концерт. Очень нечастое явление в нашем театре, но очень интересное для всех настоящих меломанов оперы. Все, спасибо. Пожалуйста, если есть вопросы или как вы? Да, пожалуйста. Әрине, қазақ тілінде бастан келіп тұрған дұрыс. Жаңа айтып өтті ғой, енді кісілердің айтқанымен енді әріптестерінің ерліктемей қояйын. Жалпы біздің білесіздер, жақында ғана үлкен жетістікпен өтті. Грузия елінде енді бірінші рет болды біздің театр. Жаңа біздің театрымыздың төргі жаты екенін білесіздер, Абай операсы, Ахмет Жұбановтың Латиф Хамидидің. Біз енді көп елге апардық, мұндай үлкен жетістікпен өтті деп ойлаймын. Сөзім осы қазір отырған осы әріптестерім, осы составпен біз Грузияда Тбилиси қаласында Абай операсын көрсеттік өткенде. Енді басқа елдерде болып жүрміз, енді шетелде, бірақ өте Грузия халқы бізді жауап қабылдады. Енді керемет ол жерде айтпай кетуге болмайды. Мен өзім енді орта буын болсам да, қасында әріптестерім жастар бар бізде. Осы жастар үлкен өзінің керемет өнерінің жоғары шыңдығын көрсетті деп есептеймін. Өте қазір өздері де айтады осы жерде. Біздің тағы да осы жас буындар келіп жатыр. Біздің Алматы мемлекеттік Құрманғазы атындағы консерваториясын бітіріп, қазіргі жастар келіп жатыр. Олар да өздерінің өнерлерін көрсетіп жатыр. Ертеңгі болатын біздің Абай спектаклінде осы жастардың өнерін көптен тамашалауға болады. Тағы алдағы уақытта жаңа айтып өтті ғой, жаңа қойылымдар болып жатыр. Сол жерде қатысамыз, өзіміз бастап, осы жастардың арқасында көптеген біздің алдағы жаңа қойылымдар қазір іске асып жатыр. Жастар өздеріңіз.
Әрине, енді мен бұл жерде 20 жылдан бері, биыл 20 жыл болды, осы театрдың қабырғасында істеп келе жатқаныма. Жауыз жастар сияқты мен де стажерский группада келгем, жас болып. Мен де қарасақ 20 жыл болып қапты. Ол енді мен де осы жаңағы айтып жатқан поэциямен Елена Ковалова сельская честьте Альфия деген рөлде қатысамын. Бұрын негізі жаңағы поэция операсы бізде концертный исполнение дейміз, концерттік сценический сөз, сахналық көрінімсіз жүрген болатын. Ол жерде қатысқанбыз. Енді осы жолы Альфия деген жаңа рөлде сомдаймын. Және басқа енді жаңағы қойылып жатқан опералардың бәрінде енді көп осы жерде көптеген рөлдерді сомдап жүрміз. Оның әрине қазір енді жастар келеді, оларды айтып кетуге болмайды, өздері реакция сөз қысты. Сырма, театр Қарашаның раңызын 85-ші маусым ашқалы отырмыз. Дәстүрлі түрде Абай операсымен, Ахмет Шмағау аталарымыздың, Латиф Хамиди аталарымыздың операсымен. Сонда мен Абай атамыздың шәкірті Айдар рөлін ойнаймын. Кеше айтып өткендей, Тбилиси қаласында да осы операда Айдар рөлін сомдап айтқан болатын, орындаған болатын. Өте халқы, Тбилиси халқы жалпы өте жоғары деңгейде қошемет көрсетіп қабылдап жатыр. Әрине біз үшін қуанышты жағдай. Сол халықтың, Тбилиси халқының жалпы қошеметі бізге бір жалпы өзіме бір жаңадан бір қанат бітіргендей болды. Енді барша көрермен опера өнерсүйер қауымға, жалпы өнерсүйер қауымға, қауымдың алдағы ертеңі болатын жалпы Абай операсын тамашалауға көруге шақырам. Және алдағы айдың 3-інде болатын Тбилиси қаласында өткен гала концертіміздің осында тағы да қоятын боламыз. Сол концертті тамашалауға шақырамыз. Здравствуйте, дамы и господа. Это для нас, я думаю, честь открывать 85-й сезон юбилейный в театре. Для меня лично это большая честь. И я очень благодарна этому театру за то, что дает возможность нам, молодым артистам, раскрываться. Вот мы уже спели в Тбилиси, слава богу, уже программу откатали, и вот теперь будем представлять ее здесь. Вот. Всех приглашаем. Замечательная музыка. Мы вот выступали с маэстро Ахмедьяровым. Пожалуйста, пару слов. Вот. Добрый день, друзья. Да, как мои коллеги сказали, мы окрыленные приехали из Тбилиси. Открытие сезона, неформальное открытие сезона у нас там прошло. Как вы уже слышали, мы открыли оперу Абай, и потом у нас был на следующий день Бахчисарайский фонтан. И эти два спектакля дирижировал я, а гала-концерт дирижировал наш директор и художественный руководитель Оскар Асилович Бурюбаев. Вот, и мы были просто поражены реакцией публики в Тбилиси, насколько они, хоть и не знают языка, то есть есть такое понятие, такая фраза, что в музыке нет национальности и нет языка. Музыка есть музыка, и поэтому зритель оперу Абай воспринял очень тепло, и им было все понятно, по крайней мере. У нас не осталось никаких сомнений, что им опера понравилась, и особенно балет во второй день, и гала-концерт. В общем, с большим успехом мы там прогастролировали. Теперь вот надо, как бы нам теперь на таком же уровне здесь сезон открыть. Вот, поэтому пожелайте нам удачи, мы ждем вас завтра. Спасибо. С вашего позволите, маленький штрих такой насчет гастроли, опять же, возвращаясь в Тбилиси. У нас получился такой курьезный достаточно случай, что на Бахчисарайский фонтан и на гала-концерт
большой зал театра оперы и балета имени Балашвили не вместил всех желающих. Там 1200 мест было. И большая часть зрителей, к сожалению, осталась на ночь. Да, более 300 человек и на гала-концерт, и на Бахчисарайский фонтан, к сожалению, не вместились. Поэтому тот огромный интерес, даже мы не ожидали, с каким интересом грузинская публика восприняли все наши спектакли, наш гала-концерт. Поэтому коллега Ирина абсолютно права, когда сказала, без ложной скромности, действительно триумфальные гастроли нашего театра были, которые показали, на каком высоком уровне находятся и оперные, и балетные коллективы нашего театра. То есть, если есть вопросы, пожалуйста. Вопрос такой, главному балетмейстеру, солисту, вы можете рассказать о каких-то особенностях постановки Дон Кихота с нашей труппой, в нашем театре? Вот, может быть, какие-то были находки, решения, что-то интересное? Где читается? Спасибо. Ну, как вы знаете, редакции, вообще версии, например, балета Дон Кихот, как и многих балетов, в мире очень много. Как бы есть для нас много версий, например, там Большого театра, Мариинского и так далее. Вот. Ну, конечно, мы придерживались, я придерживалась больше версии, наверное, Большого театра, но тем не менее версия, опять же, адаптирована под нашу труппу. Здесь просто появятся новые как бы фрагменты хореографических танцев, скажем, и как жига, новый цыганский танец. Музыкальная как бы редакция у нас несколько изменена. Мы сделали другая канва, чем у нас была, порядок музыкальных номеров, скажем, если уж прямо говорить конкретно. Но это все сделано для того, чтобы зрителю не было скучно, чтобы постоянно его внимание было на сцене, чтобы все те мизансцены, которые будут сделаны, поставлены, чтобы они как бы захватывали, и действительно зритель находился вместе с нашими героями на сцене. Но мы очень надеемся, что у нас будет, естественно, интересная как бы сценография, световое решение. Ну, как бы, может быть, можно было бы какие-то возможности сделать и больше, но, скажем, техническое оснащение нашей сцены еще оставляет желать лучшего, если брать мировой уровень как бы, других театров. Поэтому ну, вот, хочется все-таки, чтобы зритель пришел на спектакль и как бы, увидел, вот, если он почувствует какие-то изменения вообще, как он смотрится. Например, мы не ожидали такой реакции от нашего Бахчисарайского фонтана. Я, например, не ожидала, что хотя бы там изменений у нас было достаточно не так много, но видите, как совершенно по-новому просмотрелся и стал еще более любим нашим зрителям. Поэтому окончательный, конечно, результат будет от нашего зрителя. И ну вот, если садить Бахчисарайский фонтан, мне хочется отметить, я думаю, уже это как бы прошедший вариант, что мы как бы балетная труппа приехали не менее окрыленные после гастроли, и мы совершенно не ожидали тоже такого просто ошеломительного успеха Бахчисарайского фонтана, и, конечно, очень рады. Но я думаю, может быть, вот главный герой, один из главных персонажей скажет что-то по спектаклю. Добрый день. Ну, если касаемо Дон Кихота, спектакля нового, то мне хотелось бы сказать, что очень радует, что в нашем театре сохраняется та традиция сохранения именно спектаклей нашего хореографического наследия. Почему? Потому что, если брать исторические факты, то спектакль Дон Кихот был впервые поставлен в сезоне 45-46 года, потом было несколько интерпретаций. И вот сейчас будет новая версия спектакля, новая сценография. То есть, естественно, та старая версия, она уже, конечно, устарела. То есть костюмы, декорации, это все необходимо было обновлять. И, то есть, это уже не первый опыт нашего театра, когда был обновлен спектакль «Лебединое озеро», потом Бахчисарайский фонтан. Теперь вот стало «Спящая красота», еще больше. То есть, если брать, то есть, это очень хорошо, потому что надо спектакли, чтобы они обновлялись, чтобы у них, как говорится, они этим будут привлекать зрителя. То есть, чтобы эти спектакли не уходили из репертуара, их обязательно
обязательно нужно сохранять. Потому что на этом воспитывается и поколение молодых артистов, они им есть где себя проявить. То есть мы не должны постоянно ставить какие-то новые, искать спектакли. Это надо обязательно в репертуаре сохранять. Да? Ну и, естественно, новый спектакль у нас тоже ставится, вы сами знаете. То, что касаемо моей партии «Дон Кихот», уже один раз мне посчастливилось выйти в старой версии. Там необходимо было произвести замену, и я выходил. То есть, но это был единичный случай. Сейчас же мне вот главный балетмейстер Бежал Сабекова предложила попробовать себя в этой партии, на что я, в принципе, с радостью согласился, потому что, ну, сами знаете, век артиста балета короток, сейчас я уже не могу исполнять Базилию, как в свое время исполнял. Поэтому я с удовольствием попробую в этой партии себя, найти какие-то краски, порадовать вас зрителей. Я думаю, что спектакль получится яркий и красочный, потому что у нас есть прекрасное молодое поколение, которое себя может проявить в этом спектакле. Ну, ждем вас на премьеру, я думаю, что все получат такое удовольствие. Пожалуйста. В продолжение молодому поколению хочется спросить, есть ли приток таких интересных балетных кадров? Да. Ну, собственно, Так, ну, у нас в этом году есть приток молодых кадров, но у нас, знаете, какой-то перекос то в одну сторону, то в другую. У меня очень не хватало молодых артисток балета, то есть женского состава, то в этом году у нас пришло достаточное количество девушек. Вот. Ну, я хочу сказать, что потенциал хороший, из них есть там, может быть, пару там девочек, с которых, наверное, можно будет в дальнейшем что-то сделать. И, конечно, это будет зависеть от самих них, как они себя проявят. Но сейчас сказать конкретно я не могу. Вот если в прошлом году, кто следит действительно за балетным, как бы, вот, действительно искусством, если в прошлом году только что пришедшая, там, скажем, Малика Чапаева только пришла с сентября, и в октябре она уже вышла в партии Зарема в Вячеславском фонтане. Это, конечно, совершенно уникальный случай, но там был сразу виден потенциал, как бы, я надеюсь, я правильно что разглядела, хотя были сомнения, то здесь тоже девочки есть потенциал, но мы сразу, конечно, не можем там кому-то доверить какую-то большую, например, партию. Я думаю, что потенциал есть. И совсем другая история у нас состоит с мужским составом. Вот. К сожалению, даже есть у нас отток и так далее. Но, как история показывает, на сегодняшний день мы всегда как бы выходили из положения. Ну, посмотрим, что будет дальше. Вот. С мужским составом, если вас так сильно интересует, ни одного молодого человека к нам не пришло. Друзья, если позволите, мы вырвались на 20 минут с репетиции. Я вот хотел бы солистов забрать с собой и вас пригласить на репетицию. А можно спросить, кто тоже Кого? Вы хотели спросить? Зарина. Зарина. Да, просто, я не знаю, я чуть опоздала, упоминали ли вы о том, что она в этом году победила на 2 конкурсах. Я считаю, что театр этим должен супер гордиться. Нет, мы не упомянули. И, соответственно, вопрос. Эти события перекрыла ее премьера в партии «Ажар», поэтому она даже сама забыла. Ну, Вот, я бы хотела, немножко, чтобы сказали про участие в конкурсах, да, потому что это беспрецедентный случай. Расскажите, как вы побеждали на конкурсах, какие это были конкурсы? В августе этого года. То есть я подала еще, получается, достаточно давно подала на конкурс, который проходит в Токио, 16-й международный конкурс вокалистов в Японии. Я в июне прошла первый тур, потом был второй, третий тур в августе месяце. И, ну, получается так, что победила на этом конкурсе и взяла приз зрительских симпатий. Вот, ну, я думаю, это тоже здесь есть и заслуга театра, потому что я выступаю здесь, я расту здесь как артист и развиваюсь. И вот такие вот результаты принес этот конкурс. Так что в феврале снова туда лечу. Надеюсь, меня театр отпустит. Вот. На чуть-чуть для них убили. Ну, с разрешите на момент на репетицию. Спасибо. Если вопросов у вас нет, с вашего разрешения мы... Все? У нас у всех репетиции, да. В балетном зале. Это еще один короткий.
включить можно? Необходимо. Да, для Михаила ставим. Давайте за нас. Спасибо. А вы тоже? Если, пожалуйста, по сельской части, пожалуйста. Да, Так, вы сейчас... Сейчас я на Ну,